Селям алейкум, хайрлах шумлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру. Это пан Олександр Коваленко, військовий та політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Пан Олександр, вітаю вас. Селям алейкум. Доброго дня. Начнем со следующих новостей. Как известно, Россия на днях осуществила очередной ракетный удар по Украине. И понятно, как обычно, Россия атаковала гражданские объекты, обычные дома, высокоэтажки, в которых живут украинцы семьями. И вот только в Умане, если я не ошибаюсь, там погибших до 20 и десятки раненых украинцев в результате российского ракетного обстрела. Вот долгое время мы говорили о том, что у России остается мало ракет, и этому свидетельством является то, что они эти ракетные обстрелы делают с каким-то промежутком времени. То есть последний обстрел, если я не ошибаюсь, он был 18 или 19 марта, в середине марта, и вот сегодня уже конец апреля и очередной ракетный обстрел. То есть они в месяц раз уже его могут делать. И как вы оцениваете эти действия последние? Если быть точнее, то последний массированный ракетный обстрел был 9 марта. 9. Последующие они были ограничены. Это ограниченный боекомплект крылатых ракет «Калибр», например. И даже этот обстрел, который произошел на этой неделе, скажем так, он тоже с большой натяжкой может называться массированным. То есть 23 ракеты – это не 70, не 60, не 50. То есть это ограниченный боекомплект, достаточно унифицированный. То есть это были практически все ракеты Х-101. Это авиационного базирования крылатые ракеты, которые применяются на стратегических ракетоносцах-бомбардировщиках Ту-95МС. И, собственно, сложно это назвать массированным ударом. Другой момент относительно дефицитности. Это правда. У них проблемы с производством этих ракет, и не только этих. У них практически вся номенклатура основная, ударная, она проблематична по производству. Но, тем не менее, производство есть. И они могут в том или ином темпе восстанавливать свой боекомплект. Их потенциал в сутки накопления боекомплекта от 2 до 5 ракет. Но от 2 до 5 ракет разной номенклатуры. То есть это могут быть, например, 2 ракеты «Калибр», или это может быть 3 ракеты Х-59 и 1 ракета Х-31. Или это вообще может в течение целого дня не быть возможности накопить боекомплект, потому что нет производства. То есть это разнообразная номенклатура от 2 до 5 в сутки. Поэтому сказать точно, какие темпы накопления Х-101 или какие темпы накопления крылатых ракет морского базирования «Калибр» довольно-таки сложно. Особенно учитывая, что сейчас у них все же возникают еще больше с каждым разом проблемы с поставками контрабандных запчастей. Почему? Потому что когда были введены санкции в 2022 году, у них были достаточно серьезные запасы микросхем, микрочипов от предыдущих контрактов. То есть у них был определенный запас всех необходимых запчастей. Сейчас они практически исчерпали эти запасы и зависят исключительно сейчас от контрабанды. И поскольку контрабанда аналогична, это не только увеличение финансовых затрат, потому что она всегда дороже, эти запчасти всегда дороже, а она еще и по времени зависит. Есть поставка, есть производство, нет поставок, производство все стоит, можно только корпуса лепить. И даже вот эти Х-101 ракеты, которые мы сейчас могли наблюдать, которыми наносились удары по территории Украины в предыдущий раз, это ракеты выпуска 23 года. Это именно те ракеты, которые были выпущены в 23 году. И тут есть еще один очень важный момент. А именно то, что такие темпы производства, то есть когда нужно все делать очень быстро для них, и когда это все делается с контрабандных запчастей, это ухудшение качества. У них сейчас практически отсутствует на производстве такая фаза выпуска ракет, как технический контроль.
каждая ракета после того, как она собирается, она должна проходить технический контроль, который тоже занимает определенный период времени. Проверяются основные ее узлы, основные ее работоспособность ее систем и фактически боеспособна ли она в принципе. И очень часто мы сейчас видим то, как российское вооружение, это в принципе мы даже с 22 года наблюдали, но скажем разом все больше и больше таких моментов, когда российское оружие, оно неэффективно по причинам, например, того, что оно взрывается в воздухе. У него отказывает двигатель, и это оружие падает посреди поля или вообще на город, такой как Белгород, как вариант. Да, сами себя обстреливают, получается. Да, вот совершенно верно. Это, казалось бы, анекдот, но это правда. Это не мем, это не шутка, это правда. И если мы говорим о высокоточном оружии, то здесь идет уже свои проблемы. Проблема с точностью. Почему они нанесли удар дефицитной, очень дорогой, 7 миллионов долларов, ракетой по жилому дому, если они то же самое могли сделать, например, с помощью дрона Камикадзе Шахед-136, который стоит в 200 раз дешевле ракеты Х-101. Мгм. Вот разница просто. А эффект был бы практически схожий. Они, очевидно, пытались нанести удары по каким-то объектам, которые в их представлении являются стратегически важными, но из-за того, что они используют дефективное оружие, они совершили очередной террористический акт против гражданского населения. Что самое важное в этом понимании, это то, что сами же в российском командовании тоже прекрасно знают, что их оружие, оно дефективное. Они знают, что у их ракет Х-22 отклонение 500, 600 и более метров. Они знают, что у их крылатых ракет «Калибр» может быть отклонение от цели 50-100 метров. То есть, нанося удары в районе населенных пунктов, городов, они прекрасно понимают, что этот удар может быть с очень высокой вероятностью нанесен по жилому объекту, по гражданскому объекту. Но они продолжают это делать, и они продолжают это бить. Мгм. Военные преступники, оправдания которого не может быть абсолютно никакого. То есть, получается, где-то в 100 раз один раз Пригожин говорит правду, когда он говорит о том, что боеприпасов не хватает, военные просто не вооружены, снарядов уже не хватает и так далее. То есть вот этот вой, эта истерика не на пустом месте у Пригожина появляется. Сейчас скажу так, в последнее время Пригожин это, пожалуй, один из немногочисленных источников правдивой информации, если говорить о российских оккупантах. Да, он периодически ретранслирует фейки, он ретранслирует полный маразм и манипуляции, но, например, 3 апреля же он сказал, что Бахмут юридически под нашим контролем. Что он под этим имел в виду, То под администрацию этим выражением? местную захватили. Мгм. Да, вот что такое юридический контроль? Вот, это, ну, то есть его тоже нужно делить иногда на 2, на 3 и даже на 10 раз, причем не только в информационном плане, но желательно и в физическом. Но если мы говорим непосредственно о его НОИ, о нехватке боеприпасов, о других каких-то жалобах, то да, это действительно правда. Причем это наблюдается достаточно давно. Проблемы с боеприпасами у российских оккупантов стали наблюдаться достаточно остро где-то уже в середине 22 года. Мгм. И они по нарастающей, как снежный ком, лишь такие увеличиваются с каждым днем, вот эти вот их проблемные моменты. И только лишь именно пригожинцы, вагнеровцы, они в декабре 22 года стали это говорить как-то вслух. То есть до того российская пропаганда от этого открещивалась. Это только украинские эксперты, украинская разведка, ГУРМО и так далее выдавали информацию о том, что у них проблемы с боеприпасами. Согласно российской пропаганде все было отлично. Но потом вот пошел такой уже вал этого признания со стороны самих же оккупантов. Да, и это правда. И у них сейчас с этим проблемы. Ну вот некоторые военные аналитики говорят о том, что в начале российско-украинской войны там в день российские оккупанты выпускали порядка 40-80 тысяч снарядов. Сейчас эта цифра упала до 10-15 тысяч снарядов в день. И контрнаступление вооруженных сил начнется тогда, когда эта цифра упадет до 5 тысяч выпусков снарядов в день. Это так? С последней частью не согласен. То, что они действительно в самом начале полномасштабного вторжения
выпускали до 80 тысяч, делали до 80 тысяч выстрелов Да. в течение суток, это да, потому что там не только снаряды имеются в виду, там имеется в виду и реактивные снаряды, мины и так далее, из минометных комплексов и так далее. То есть это 80 тысяч выстрелов в сутки, это правда. Это количество стало уменьшаться. Примерно в ноябре 2022 года этот показатель был в пределах 20 тысяч. В феврале они 2023 года стабильно выдавали 15 тысяч в среднем в сутки. А сейчас этот показатель приближается к 10 тысячам. Но тут есть один очень важный момент. Наше контрнаступление не зависит от того, сколько в сутки делает выстрелов российская оккупационная армия. Абсолютно. Контрнаступление, его, скажем так, активная фаза начнется при несколько иных факторах. Если говорить о показателе 5000 в сутки, то 5000 в сутки это приблизительно потенциал уже выхода российской армии исключительно на самообеспечение производством. Мгм. Что это такое самообеспечение производством? Это когда те боеприпасы, которые в сутки производятся на российских предприятиях, они сразу отправляются в зону боевых действий и отстреливаются. Поскольку на складах и центрах хранения попросту уже нет боеприпасов. Но этот период еще не настал. Он настанет приблизительно где-то в июле, начале августа этого года. Но мы с контрнаступлением до августа ждать не собираемся. И опять-таки это не является каким-то критическим влияющим фактором на начало нашего контрнаступления. Ну, давайте в таком случае обсудим контрнаступательную операцию Украины. Совсем недавно министр обороны Алексей Резников сказал, что Украина к ней уже полностью готова. Мы всего лишь ждем погодных условий и приказов командования. Есть разное количество там предположений по поводу мая. Кто-то говорит в начале июня, кто-то говорит, что вот уже вот-вот начинается в конце апреля, а кто-то говорит, что вообще контрнаступательная операция уже начата. И само, в принципе, зарождение идеи это уже начало, и потихоньку она идет. Как вы оцениваете? Я согласен полностью с тем, что контрнаступление уже идет. Мгм. И я даже скажу сроки, когда они начались. Оно началось в марте 2022 года. Вот с марта 2022 года проходит контрнаступление вооруженных сил Украины. Мгм. Единственное, что оно отличается фазами. Есть фаза подготовки условий для начала активизации, активной фазы проведения. После этого оперативная пауза наступает, фаза оперативной паузы, которая переходит в период подготовки к последующему контрнаступательным действиям активизации и так далее. То есть от активной фазы до подготовительной, от подготовительной до активной. Мы наблюдали контрнаступление в активной фазе на Северном плацдарме, Харьковщина, правобережная Херсонщина. При этом само контрнаступление, весь этот процесс происходил в промежутках уже в формате самой подготовки. То есть сейчас, я скажу так, у нас все еще подготовительная фаза. У нас все еще подготовительная фаза продолжающегося контрнаступления. Когда оно произойдет, ну да, действительно есть много версий по этому поводу. Сейчас многие пытаются из себя строить прорицателей. Но я могу лишь сказать, что, например, когда говорят про фактор погодных условий, да, он очень важный. Мгм. Это очень важный фактор, который влияет на успех контрнаступления. Погодные условия, это правда. И не только погодные условия. А что это Многие имеется в другие. виду? Важно, чтобы земля просохла или что имеется в виду под Да, фактором? безусловно, потому что в условиях сырой земли распутицы невозможно эффективно осуществлять штурмовые действия. Мгм. Быстрые, мобильные, мобильность на порядок падает, не вся техника имеет достаточную проходимость и так далее. То есть даже в районе Бахмута чувствуется, как влияет погода на обеспечение наших войск. Даже когда есть возможность свободного осуществления подвоза материально-технического обеспечения по трассам 05, 06, 05, 04, мы видим, что в случае дождливых периодов, которые, кстати, сейчас и есть в районе Бахмута, сейчас будут продолжаться еще целую неделю дожди, к сожалению, осуществлять полноценный подвоз не получается. Более того,
между 0,5, 0,4, 0,5, 0,6 есть множество обходных полевых дорог, которые можно было бы использовать, например, для минимизации рисков для самих этих колонн. Ну, не колонн, а сейчас не используются колонны, а одиночные такие, небольшими группами, чтобы было меньше огневого воздействия и большая вероятность провоза. Мгм. Так вот, использование вот обходных путей, к сожалению, невозможно. Там может только гусеничная техника проходить, и то не вся, а повышенной проходимости. Например, та же самая МТЛБ, мотолыга. И это имеет достаточно серьезное влияние, да, на боеспособность и возможности. А в каком направлении должно быть контрнаступление, по-вашему? А кто же знает? А все-таки какие ваши предположения? Потому что многие говорят, что это южная часть материковой Украины вплоть до Мелитополя. Вполне возможно, почему нет? Если образно говорить о контрнаступлении, которое может перейти в активную фазу на одном из плацдармов, то у нас из 5 основных 3 как раз очень удачные для этого. 5 плацдармов: Левобережная Херсонщина, Запорожская область, Донеччина, Луганщина, временно оккупированный полуостров Крым. Вот 5 Мгм. основных плацдармов. Донеччина – это оборонного типа плацдарм. Там, там могут происходить только системные контратаки. Вот системность контратак, да, это очень высокая вероятность, что это может произойти. Именно вероятность. Но контратака – это не контрнаступление. Временно оккупированный полуостров Крым, мы прекрасно понимаем, что до определенных условий, которые будут созданы, там контрнаступление невозможно. Остается 3 плацдарма: Луганщина, Запорожская область и левобережная Херсонщина. То есть, пожалуйста, 3 плацдарма, на которых действительно может активизироваться действие вооруженных сил Украины. На А, каком именно, мгм. опять-таки, это вопрос. Они по-своему имеют свои плюсы и минусы. Если мы, например, возьмем Запорожскую область, то в Запорожской области сейчас там настроено большое количество линий обороны, фортификационных сооружений, Мгм. линии обороны в основном батальонного и бригадного типа, э, скажем так, но при этом сама комплектация войск оккупантов, которые там находятся, она желает лучшего. Они даже, скажем так, тут даже нельзя говорить про наступательные действия, они даже оборонные действия вряд ли такой комплектации смогут вести. С другой стороны, опять-таки, все-таки слишком много линий обороны. Мгм. Берем Луганщину. Луганщина – повышенная концентрация сил и средств, которые имеют более-менее приемлемую штатную комплектацию. То есть это Кременная, это Сватово, основная концентрация. Там, я даже так скажу, там Кременная вообще буквально трещит по швам от того количества сил и средств, которые загнали в эту локацию. Ну, там это даже больше, чем нужно. Но при этом э, отсутствие полноценных линий обороны. Вот просто отсутствие полноценных линий обороны, даже передовая первая линия обороны, она намного хуже обустроена, чем в Запорожской области, например. И тут даже, я скажу так, тут даже можно провести параллель какую-то с Изюмом, поскольку в районе Изюма что-то очень схожее было. Размещение большого количества бронетанковых подразделений, самое большое количество бронетанковых подразделений вообще во всей зоне боевых действий на тот момент. И чем оно все закончилось? Большим количеством трофеев вооруженных сил Украины. Практически танки, которые трофеились с полным боекомплектом и полностью заправленные баками. Ну, потому что на танке убегать сложнее, чем, например, на грузовике или автомобиле, даже на мопеде. Мгм. Поэтому на Луганщине вот момент, связанный с перенасыщением войсками, но и отсутствием полноценных линий обороны. Херсонщина, левобережная Херсонщина, тоже свои плюсы и минусы. Самый большой минус – это Днепр. Днепр является естественной преградой для масштабных каких-то контрнаступательных действий. С другой стороны, на Херсонщине сконцентрирована по штатной комплектации наихудшая группировка российских войск. Там наихудшее у них состояние с штатной комплектацией, как по личному составу, так и по технике. Примерно где-то в 20-30 километрах от Днепра, то есть в этой зоне,
вглубь, они вообще минимизировали свое присутствие до уровня ситуативного удержания обороны. То есть там исключительно находятся подразделения для каких-то локальных оборонных действий. Почему? Потому что они таким образом постарались минимизировать потери, которые ежедневно несли после того, как бежали с правобережной Херсонщины. Мы регулярно наносим удары по их позициям на левом берегу. И чтобы минимизировать свои потери, они все лишнее вот это перенасыщение тянули в центр и восточнее, ближе к Запорожской области. А там А в западная основном часть, эти мобилизованные в основном то в том там направлении? присутствуют и мобилизованные, они там частично проводят подготовку артиллерийских подразделений, проводят Мгм. стрельбы ствольно-реактивной артиллерии. И там вот сейчас что находится? Там находится группа, которая ситуативно занимает оборону, там находится группировка. Там находятся подразделения, которые совершают террористические акты против правого берега, обстрелы. И там находятся те подразделения, которые проходят подготовку. Мгм. А скажите, вы сказали вот, что деоккупация Крыма и контрнаступательная операция именно на оккупированный полуостров предполагает наличие там определенных условий для этого. То есть правильно ли я понимаю, что для этого сначала должно быть наступление на южную часть оккупированных территорий Украины материка, да, Херсонская, Запорожская, Мелитопольская, возможно, Бердянск, чтобы выйти на админ границу полуострова и потом уже возможная атака на Крым? Да, совершенно верно. М. Даже я бы сказал так, тут не сразу следует понимать, что начнутся какие-то активные действия на самой территории Крыма, Мгм. сколько, что там будет определенные фазы происходить аналогично подготовительные. То есть выход, предположим, вот опять-таки, пофантазируем, да, я не говорю, что так оно и будет, но просто предположим, Мгм. освобождается материковая часть Украины, юг, и, по сути, вооруженные силы Украины находятся у административной границы полуострова Крым. Какая сразу же возникает проблема? На сегодняшний день, вот я говорил о комплектации подразделений, да, российских оккупантов там в Херсонщине, Запорожской области, да, что она там не самая лучшая, но самая худшая ситуация в Крыму у них. Там самая наименьшая, наименее боеспособная группа войск в Крыму. Если я не ошибаюсь, там суммарно где-то около 12-15 батальона тактических групп Хотя до на этого же сегодняшний день. говорили, пан Александра, помните, 9 лет Крым под оккупацией, непотопляемый авианосец, там милитаризировали Да, полуостров да, да, полностью, там так и, самые серьезные, конечно, самые да. сильные и так далее. Это не так. Они его именно таким и делали, да, они именно таким и старались его сделать, насыщали средствами ПВО, противокорабельными ракетными комплексами, но сейчас у них там находится примерно где-то около 15 батальонов тактических групп. А теперь самый главный момент. Этого количества недостаточно, например, чтобы удержать Крым. Этого количества недостаточно, чтобы его распределить по всем тем окопам и линиям обороны, которые они там нарывали в Евпатории и так далее, по всем там в районе Джанкоя, Армянска и так далее. И им не хватает. Но когда начинается контрнаступление, например, предположим, на юге, Запорожская область и левобережная Херсонщина, куда вся эта их арава Запорожья и Херсонщины будет бежать в первую очередь. Какая-то, конечно же, в сторону Мариуполя, да, Южный Донбасс, Южный Донецк, но львиная доля возвращается временно оккупированный полуостров Крым. И Мгм. это резко увеличивается с 15 батальонов тактических групп приблизительно до около сотни. 90 где-то так. 90, от 90 до 100. Вот. А, моментальное насыщение, распределение по всем линиям обороны. И, в принципе, тут следует понимать, что когда выходишь к административной границе полуострова Крым, ты сразу переходишь вот в эту самую оперативную паузу. Потому что сразу меняется вообще все абсолютно. Когда ты готовишь контрнаступление, например, на таком ландшафте, как Запорожская область, Херсонщина, с соответствующим выбором техники, которая под это подходит, накоплением резервов боеприпасов и так далее,
и тебе резко нужно переходить в совершенно другим условиям ведения боевых действий, с ограниченной, например, какой-то логистикой, две основные логистические артерии, опять-таки, с определенными своими условиями, с обеспечением совершенно другими материально-техническими потребностями, то это, конечно же, период именно этой оперативной паузы. За эту оперативную паузу должно произойти много чего. Ну, конечно же, сама оперативная пауза, она переходит в фазу подготовки уже следующего этапа наступления, активизации контрнаступления. То есть подготовительная фаза начинается. Но при этом происходит процесс изоляции полуострова, это раз, и планомерного уничтожения, уменьшения потенциала присутствия российских оккупантов на полуострове. Они не смогут полноценно осуществлять компенсацию потерь, сил и средств, потому что будет изоляция. Под изоляцией я подразумеваю повреждение Крымского моста, конечно же, и не Да. только. И нивелирование их даже сообщения судоходного, как по Азовскому морю, так и по Черному морю. Такие средства и возможности у нас, в принципе, тоже есть. И в таких условиях изоляции они просто не смогут компенсировать свои потери. А мы их будем планомерно уничтожать, как это проводилось на острове Змеиный или как это было на правобережной Херсонщине. Мгм. Ну, в этом контексте складывается такое впечатление, что несколько преувеличены и переоценены ожидания от контрнаступления вооруженных сил Украины. Я общаюсь с многими, и в том числе и с гражданами Украины на территории полуострова, и всем кажется, что это будет какая-то стремительная операция, в результате чего Украина уже восстановит свою территориальную целостность и выйдет на границы 91 года. И более того, вы же наверняка слышали еще заявления многих западных партнеров, которые говорят о том, что это чуть ли там не последний шанс, последний рывок, это такой переломный момент в войне, и Украине нужно выйти с успехом из этой операции, а иначе будет вообще сложно. Вот как вы оцениваете такие заявления? Я их не могу оценивать абсолютно. Я просто делаю выводы максимально из той информации, которая есть, и анализирую ситуацию вообще по зоне боевых действий и так далее. Это контрнаступление позволит нам освободить тысячи квадратных километров территорий. Я не исключаю, что даже не тысячи, а десятки тысяч квадратных километров территорий. Но оно не позволит нам полноценно выйти на границы 91 года. Не будет этого эффекта. Это следует понимать. Поэтому после этого контрнаступления будет проходить процесс подготовки к следующему. Мгм. И это, опять-таки, это подтверждает и то, что в 23 году война не закончится. Она будет продолжаться и в 24-м. Имею надежду, что она закончится в 24-м, но не в 23-м. Что до наших международных партнеров, скажем так, мнение одного международного партнера разнится с мнением другого. Да, каждый сам себе эксперт. Но есть просто сухой фактаж. Есть сухой фактаж, заключающийся в том, что, например, военная помощь от США расписана на весь 23 год. Мы будем получать пакеты помощи в мае. Нас ожидает 2 пакета помощи от США. Нас ожидают пакеты помощи от США в июне, июле и так далее. То есть до конца нынешнего финансового года. А когда будет начинаться, осенью будет начинаться рассмотрение бюджета на следующий финансовый год, там также будет закладываться военная помощь Украине. О чем это говорит? Это говорит о том, что в США прекрасно понимают, что эта война будет продолжаться и в 2024 году. Почему они это прекрасно понимают? Потому что в отличие от, например, Российской Федерации, да, в США сидят аналитики, которые могут анализировать, не используя пропаганду. То есть Мгм. анализировать не пропагандистскими нарративами, а так, как оно есть ситуацию по сути. И они видят, что помощь будет нужна, опять-таки, на протяжении 23 года и в 24-м. Аналогично и другие наши партнеры. У нас будет проводиться программа помощи, продолжаться программа помощи от наших международных партнеров из Великобритании, из Италии,
из Германии расписаны, из Польши, расписаны наперед все позиции. Что мы будем получать в перспективе? Возможно, эта номенклатура будет расширяться, опять-таки, в зависимости от необходимости. Но в основном уже создан план поддержки, и он будет выполняться. 1 000 000 боеприпасов для Украины в течение года. Откуда взялись эти цифры, если у нас все завтра закончится, и мы выйдем к границам 91 года? Мгм. Ну, конечно же, все смотрят, с одной стороны, кто-то на это хочет смотреть с каких-то ура-патриотических позиций, да, я бы даже сказал, не в обиду, но шапкозакидательски. А когда речь заходит о рациональной и достаточно сухой аналитике, то здесь, когда эту аналитику начинаешь просматривать в виде 1 000 000 боеприпасов в течение года, то несколько какой-то зрадой попахивает, что не будет победы в течение 23 года. Нет, победа она-то будет, но она будет коваться на множестве побед, которые будут совершаться в течение этого 23 года. И Мгм. аналогично в 24. А скажите, есть вот такое предположение, что России как раз выгодно затянуть эту войну до 2024 года, потому что они рассчитывают на победу республиканцев в Соединенных Штатах Америки и приходу там чуть ли не Дональда Трампа или его оппонента от республиканцев, и это может на пользу сыграть и России. А, что ж, ну, вот это, кстати, к слову об аналитике. Да. Потому что аналогично было, когда Дональд Трамп в прошлый раз стал президентом Соединенных Штатов, аналогичный был визг на болотах: о, это наш человек пришел к власти. А что произошло за период президентства Дональда Трампа? Санкции против России ужесточились, поддержка Украины усилилась. Мы именно при Трампе стали получать первые ПТРК «Джевелин». Да. Не при Бараке Обаме, именно при Дональде Трампе. В чем суть? Что же такое происходило? Ведь, казалось бы, у Дональда Трампа даже его советником был такой себе полковник Макгрегор, который в 2014 году чуть ли не кричал, что Крым – это территория России. Вот, признавал Крым российским. Оставьте Россию в покое, это Крым – это ее. Ну и Мгм. сейчас продолжает, кстати, ретранслировать всякого рода маразм. Но, казалось бы, что же случилось не так? Что же пошло не так, не по плану? А то, что, например, да, Трамп пророссийских взглядов, мы это видим. Он поддакивает российским нарративам. Да, это так. Среди республиканцев есть крыло трампистов. Все это крыло трампистов, они все как один ретранслируют российские нарративы. Абсолютно. А, то есть все пропало? Да нет, на самом деле не пропало. Крыло трампистов – это крыло. А сама республиканская партия – это ястребы. И даже когда у тебя там одно хромое крыло, у тебя есть клюв, у тебя есть второе крыло, и у тебя есть очень мощные когти на лапах. Аналогичная ситуация и с Трампом. В период его президентства его окружали именно ястребы. Я бы даже Мгм. сказал, русофобы. И эти именно русофобы не давали ему дрейфовать в сторону России. При этом отсутствие этого дрейфа еще укреплялось действиями демократической партии. Там очень интересная вообще внутренняя кухня в США. И иногда вот даже у нас люди, которые не совсем подготовлены к восприятию того, что среди, ну, например, тех же самых демократов есть пророссийские силы, ретрансляторы. Ну, например, Тулси Габбард, которая, между прочим, тоже, опять-таки, вспоминали полковника Макгрегора, а то она еще и майор, ну, бывший отставной майор. То есть, казалось Мгм. бы, тоже военная, должна быть как-то более-менее таких патриотичных настроений быть, но нет. На удивление, тоже пророссийский ретранслятор. Так вот, это все к тому, что в этой очень сложной кухне следует понимать, что громче всех, к сожалению, звучат в информационных потоках нарративы пророссийские от пророссийских вот этих вот шестерок, карманных политиков. Но большинство само по себе, оно русофобское, оно проукраинское. И для них очень важно, чтобы Россия проиграла. Поэтому даже если президентом станет Дональд Трамп во второй раз,
это ровным счетом никак не поможет Российской Федерации. А я даже не исключаю, что это может ухудшить их положение. Потому что в любом случае к власти приходят именно ястребы, а не вот это вот недоделанное крыло, поломанное и хромое. Именно ястребы будут тогда рулить, и как бы России от этого ну, совсем не будет как-то хорошо. А что до затяжной войны, ну, я не буду судить про их этот уровень аналитики. Они уже чуть больше года назад посчитали, что за 3 года смогут Киев, ой, за 3 года, что за 3 дня смогут Киев захватить и за неделю всю Украину. Ну, это тоже уровень аналитики, опять-таки. Но затяжная война им не выгодна. Мы видим, как ухудшается состояние их армии, техническая составляющая, технологическая составляющая, как они деградируют их оборонно-промышленный комплекс, и они попросту не смогут через какое-то время уже даже полноценно компенсировать свои потери, которые они несут в Украине, даже посредством расконсервации огромного количества советской техники. Ну, потому что они попросту не смогут это огромное количество расконсервировать и, соответственно, хоть как-то поддерживать свои войска в Украине даже вот этим металлоломом. Мгм. То есть сейчас такая вот передышка для России пошла бы наоборот на руку. Они бы этого сейчас хотели и неспроста. Они хотят. Наверняка Песков, Лавров и тот же Пригожин, кстати, недавно, который в своей статье сказал, что все, ребят, нужно оставлять статус-кво вот на захваченных территориях, закрепить эти рубежи и дальше останавливать так называемое СВО. То есть они таким образом уже пытаются выйти на уровень каких-то переговоров и прекращения огня? Они в 22 году это пытались сделать. Мгм. Помните, был такой период, когда практически каждый дипломат, представитель их так называемого Министерства иностранных дел, верещал о том, что о мирных переговорах. Это был примерно октябрь-ноябрь. Да. Вот. Представители МИДа все как один выли про то, что нужны мирные переговоры, нужно договариваться. Но вот Киев не хочет, их покровители в Вашингтоне тоже. Ну, в общем, мы тут бессильны. Так это же ведь не просто так все происходило. Мгм. Это же ведь такая массовая волна вот этого нарратива про мирные переговоры, она не могла возникнуть на ровном месте, как частная инициатива. Это был указ с самого верха. А кто у нас на самом верху? Военный преступник, разыскиваемый Международным уголовным судом. Президент России Путин. Это от него исходила уже эта инициатива даже на тот момент, чтобы насаждать нарратив про мирные переговоры. Авось они будут открыты для мирных переговоров, подадут какой-то сигнал. Нет, не подали, нам 91 года границы нужны, потом поговорим. Мгм. И, в принципе, то, что сейчас об этом начали заявлять разного рода говорящие головы, тот же самый Пригожин, это подготовка действительно какого-то фундамента для заморозки. Но с другой стороны, тут есть еще один очень интересный такой финт, заключающийся в том, что они сейчас говорят о необходимости мирных переговоров, статусе кво, закоктисться, как говорит сам Пригожин, мы здесь должны. А что будет потом? Мы не можем удержать эти территории. Пойдет этот нарратив. То есть от мира к тому, что мы не можем удержать, потому что нам не хватает ресурса. То есть здесь очень интересная такая информационная, может быть, даже игра. Они Мгм. таким образом от призывов к миру и какой-то паузе плавно перейдут к пояснению своему потребителю информационного фастфуда, что, ну знаете, очередной жест доброй воли. А что вы хотели? Нам не дали закоктиться. Вот мы предлагали, а вот нам не дали вот эти вот злобные укры. Но А, мы и, же мир хотим, мы же миротворческая страна, да, а мы же вот, за сохранение. вот кстати, про выполнение целей так называемой СВО, тоже вот эти вот какие-то забросы не просто так стали возникать. То есть здесь я еще просматриваю подготовку к некоему жесту доброй воли. В какой форме он будет преподноситься, другой момент. Но их морально начинают приучивать к тому, что ну скоро они это все потеряют.
Мы с вами обсуждали Соединенные Штаты Америки, про Байдена, про Трампа и так далее. А как вот вы оцениваете совсем недавние вот эти сливы секретных документов Пентагона относительно российско-украинской войны? Как вы думаете, это просто какая-то халатность сотрудника Пентагона, или же здесь как раз имело место быть, возможно, какие-то действия спецслужб России с целью подорвать поддержку Украине, подорвать Рамштайн и наши взаимоотношения с западными партнерами? Да, это действительно так. Влияние российских спецслужб было. Проводилось по этому поводу даже расследование того же самого Bellingcat и не только. Относительно этих документов, тут очень интересный момент. Фактически вся та информация, которая в этом глобальном, ну, в первой волне сливов, которая была представлена, это не была секретная информация. Мгм. Та, что правдивая часть. Там же ведь есть две части. Там есть данные, которые соответствуют действительности, и данные, которые являются абсолютно полной манипуляцией и даже откровенным фейком. Ну, например, мне очень понравился фейк про то, что ЧВК «Вагнер» пытался закупить оружие у В Турции. Турции, да. Да, это прекрасный фейк, на мой взгляд. Для того, чтобы, ну, в первую очередь для аудитории, которая вообще не понимает вот этой всей истории вражды между Турцией и ЧВК «Вагнер», поскольку ЧВК «Вагнер» для Турции это, по сути, враг номер один, если говорить вообще о всем российском вот этом силовом каком-то фоне. Почему так? Ну, если кто не знает, то, пожалуйста, Сирия. Мгм. Турция поддерживает повстанческие силы, которым противостоят ЧВК «Вагнер», поддерживающие кровавого диктатора Башара Асада. ЧВК «Вагнер», которые проводили там казни, убийства, порой даже показательные. И, собственно, как это расценивать? Э, Ливия. Именно ЧВК «Вагнер» поддерживает ливийскую национальную армию халифе Хафтара, в то время как Турция поддерживает правительство национального согласия Триполи. И именно ЧВК «Вагнер» были основной штурмовой силой ливийской национальной армии, когда осуществлялись наступательные действия, штурмовые действия на Триполи. Мгм. Тогда, когда пошла волна контрнаступления уже со стороны ПНС, и освобождались те населенные пункты, города и села, в которых находились ЛНА и ЧВК «Вагнер», огромное количество массовых убийств, пытки, издевательства, изнасилования и так далее. Эти все военные преступления расследует, кстати, сейчас именно турецкая прокуратура. Турция занимается расследованием всех этих военных преступлений, которые происходили в Ливии, на тех территориях, которые занимала ЛНА и ЧВК «Вагнер» непосредственно. И после этого кто-то поверит в то, что Турция была готова ЧВК «Вагнер» продавать оружие? Мгм. Ну, честно говоря, я не знаю, на кого был ориентирован этот вброс. Но то, что ЧВК «Вагнер» действительно ищет возможности где-то закупать оружие, это правдивая информация, это правда. То есть вот общий контекст. Есть элемент правдивой информации, вокруг которой строится фейк, откровенный фейк. И, в принципе, эти все документы таковыми и есть. В основном это информация, которая относится к правдивой части данных. Это информация из открытых источников. Она была практически всегда в открытых источниках и очень схожа на работу разведки на уровне фильтрации и анализа именно открытых источников. Скажу так, любая разведка работает в формате непосредственной разведывательной оперативной деятельности где-то на 10-15%. Мгм. Вся остальная часть – это информация, которую они черпают из открытых источников, анализируют, систематизируют. И вот этот молодой человек, через которого проходил слив, он больше напоминал человека, который именно имел доступ к такого рода базе данных. Открытые источники, которые анализировались, систематизировались, передавались в следующий отдел. В следующем отделе они опять-таки группировались, фильтровались и передавались в следующий и так далее по росту отделов по анализу информации.
И таким образом мы получаем что? Слив информации из открытых источников, вокруг которой стали формироваться разного рода манипуляции и фейки. А кто их формировал? Кто у нас знаток в методах, таком интересном методе, как подметные письма еще со времен Советского Союза? Мгм. Конечно же, российские спецслужбы. Но там Подметные письма они используют, правда, намного дефективнее, чем это делалось еще во времена Советского Союза, КГБ делала, ГРУ. То есть не такая ювелирная работа, и эта топорность, она ощущается. Там еще в этих документах, если я не ошибаюсь, шла речь о состоянии наших ПВО. И там шла речь о том, что они очень устаревшие, и, в принципе, у нас очень мало боеприпасов, и, в принципе, наши ПВО не очень эффективные и так далее. Вот какая доля правды в этом? Есть ли здесь вообще доля правды? Есть, да. У нас устаревшее ПВО, это правда. Они не особо эффективны, это тоже правда. Например, есть номенклатура ракет, которые мы не можем сбивать, российских ракет. Мгм. Даже не только российских, а советских. Вот, например, советская Х-22. Вот сейчас мы уже получили СМПТ и получили ЗРК «Патриот». В недостаточном, конечно же, количестве, как хотелось бы, пока еще мало, но это первый шаг. Мгм. Но до получения СМПТ и Patriot у нас вообще не было ни одной системы, которая бы могла сбивать такие цели, как Х-22. И вообще противодействовать, например, баллистическим ракетам, таким как вот РК «Искандер», 9М723 и 9М728 ракетам. То есть, да, это правда. Сейчас мы их, конечно же, совершенствуем. Что относительно боеприпасов, то это тоже относительно правда. Почему? Потому что у нас нет локального производства, своего собственного производства этих боеприпасов. И мы в основном их получаем от наших партнеров сейчас. И от этого тоже зависим. У нас есть определенные еще запасы, тогда, но поставки мы сейчас начинаем получать поставки с Восточной Европы, и не только с Восточной Европы, с других стран. Например, не так давно даже попал, ну, это не является уже каким-то секретом, в кадр попал один из фрагментов ЗРК «Оса» с именно зенитно-управляемой ракетой, которая стояла на вооружении Иордании. Мгм. То есть вот даже в принципе оттуда поступило определенного рода пакет. Кстати, я Собственно, видела еще в турецких медиа, что здесь используются какие-то турецкие ракеты. Просто я не смогла проверить подлинность этой информации, но такую я видела тоже. возможно, да, речь может идти про реактивные системы залпового огня про реактивные снаряды. Мгм. Вполне возможно. Но Турция в первую очередь нам помогает в данном... Но это не средства ПВО, это не противовоздушная оборона. Это именно наступательного характера артиллерия, реактивная артиллерия. Мгм. Ну и, собственно, из этого делаем выводы, что да, действительно, мы сейчас имеем определенную зависимость от поставок наших международных партнеров ракет для ПВО. И помимо этого, безусловно, еще и те образцы западного вооружения, зенитно-ракетные комплексы, и не только, которые мы получаем, также необходимо их обеспечивать ракетами. Что до в целом, прям вот сейчас все закончится, да нет, ну вот сейчас все закончится, я не совсем согласен. Произошел на этой неделе ракетный обстрел территории Украины. А, на мой взгляд, эффективность довольно-таки высокая нашей ПВО. Мгм. Но тем не менее, вот такая медленная передача нам систем противовоздушной обороны, это связано исключительно с какими-то логистическими перебоями или есть другой какой-то, возможно, политический аспект? Нет, нет, тут политических аспектов уже нет. Скажем так, это подготовка экипажей. Мгм. На зенитно-ракетные комплексы средства ПВО, в зависимости от их сложности, от того, что это за непосредственно ЗРК. Если это Патриот, то на Патриот готовится экипаж намного дольше, чем, например, на ЗРК Карталь. Разница существенная, малого радиуса действия, большого радиуса действия. То есть там комплекс, там совершенно другой функционал, даже скажу так, чем у Карталь.
И это тоже влияет. Логистика, но на сегодняшний день она куда более упрощенная, чем была даже по состоянию на 22 год. И медленно-немедленно в начале 22 года нам вообще говорили, вы не получите ЗРК-ПЭК. А сейчас мы уже получаем дивизионами. И это разительный, я бы даже сказал, не шаг, это прыжок вперед. И сказать, что мы получаем медленно, нет, не медленно. Насколько это возможно? Да, хотелось бы быстрее, безусловно. Хотелось бы еще вчера. Мгм. Но в нынешних условиях это более-менее, но достаточно приемлемые сроки, которые сложно критиковать. І пане Олександре, щодо Бахмуту, хотела с вами еще поговорить. Вот буквально 5-7 минут до завершения нашего эфира многие эксперты говорят о том, что там мы задерживаем российские силы, больше их перемалываем, ослабляем, и это непосредственно должно помочь контрнаступательной операции. Так ли это? Вот уже на протяжении 9 месяцев идет оборона Бахмута, и российские оккупанты пытаются его оккупировать. Они давят со всех сторон, и с севера, и с востока, и с юга. Украинские военные оказывают просто там героическое сопротивление. Понятно, что мы тратим много ресурсов, но не так много, как тратит Россия. Но тем не менее мы продолжаем удерживать Бахмут. Простой вопрос. Зачем? Это действительно правда. Мы стягиваем именно в эту локацию практически невероятный ресурс, силы, средств российских оккупантов. Это правда. И мы не просто заставляем их там концентрировать свои силы и средства. Мы тоже, правда, мы их там уничтожаем и весьма успешно. Да, сейчас возникает вопрос о целесообразности удержания самого города, с учетом того, что там только западный сектор находится под нашим контролем, и при этом россияне как-то стягивают фактически даже со своих флангов основные ресурсы для того, чтобы усилить давление в самом городе. Но это уже о многом говорит. Им не хватает в самом городе этого ресурса, они стягивают с флангов, они оголяют фланги, поскольку компенсация потерь там происходит не на самом высоком уровне, потому что не хватает этого потенциала им. И пока работает 0,5-0,6, пока работает 0,5-0,4, удержание целесообразно. Не так давно была угроза для 0,5-0,6, она была подавлена. Если в действительности для логистики не будет угрозы физического перерезания, то Бахмут может на себя максимально еще стягивать российский ресурс. Если же целесообразность в этом отпадет, то, конечно же, поступит приказ и войска будут выведены. Но если этот приказ еще не поступает, значит на сегодняшний день целесообразность остается. Но стратегия в данном случае вот какая? Что ж, можно рассмотреть следующим образом. Если Бахмут захвачен российскими оккупантами, Мгм. для них открывается следующая возможность. Это перераспределение сил и средств, Так. отправка части на штурм Авдеевки. То есть Мгм. на сегодняшний день боевые действия не ведутся в городской черте Авдеевки. Они не смогли подойти даже к ней для начала штурма северного сектора или южного. Соответственно, они получают дополнительный ресурс и начинается уже давление на Авдеевку. Второй Мгм. момент – Сиверск. Они могут таким образом, когда закрывается вопрос с Бахмутом, они могут активизировать действия по наступлению в направлении Сиверска. При этом активизируются их действия по направлению Лимана, то есть Кременная Лиман. А Бахмут, он решает для российских оккупантов целый ряд задач. И помимо этого продвижение в северо-западном направлении к Славянску. То есть все те силы, которые там сейчас аккумулированы, они распределяются по тем направлениям, по которым россияне не могут полноценно осуществлять наступательно-штурмовые действия.
И это только лишь если рассматривать Донеччину и рассматривать именно юго-восток Луганщины. А помимо всего прочего, это есть еще Запорожская область и левобережная Херсонщина. То есть при перераспределении ресурса какая-то часть этого ресурса может оказаться даже там. И если Солидар и Бахмут закидывали трупами зэков от ЧВК «Вагнер», то когда закроется вопрос с Бахмутом, может все переиграться, и уже трупами будут закидывать или Орехов, или Гуляйполе. Зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагуну, что нашли время, подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. До новых встреч. До новых Пане встреч, Олександр благодарю. Коваленко, військовий та політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Томчука, був з нами на прямому зв'язку. Сайглар Хадашлар, Атер Леон, Соньки Адіслерна да Дігер, Мусафірлерimiz Ліала Фетичек Масаванс.